Дорогие друзья, добрый день. Посмотрите, кто у нас в строю. Неожиданный гость. Ну, Да. гостем его назвать тяжело уже. Ну, в общем, посмотрите, кто приехал. И монтируем забор. Ну, первый колышек, как говорится, вбили. Ну и все остальное. Сергей, что у вас приехать сюда помогать опять? Скажите. Не знаю. Я говорю, Сергей, я помолился, и все, и вы уже Ну, сегодня здесь. Вчера только у помолился. меня сон пропал. Ну Ну, да. давай. Хорошо, жена отпустила. Короче, дело к ночи. Да. Ну, теперь работается веселей. Один бы я, конечно, не стал бы ничего делать даже здесь. Вы хотели что-то сказать? Не. Поддержать надо, я понял. Что, пойдем? Доброе утро, дорогие друзья. Добрый день. Выловили карасиков с бочки. Если честно... О, кто прибежал. Рыбки хотите? Нет, вам рыбки не дадим. Ох, холодная вода. Да, леденющего. Смотрите, какой карасик уже вырос. Цып-цып. Сейчас сожрут, Сергей, не надо. Тут, короче, сколько их? Штук 5-7, да? Да. Не больше. Все, пойдем в наш готовый пруд их пускать, прозрачный. Понаблюдаем за ними, как раз и посчитаем. У нас один петушок пропал, беленький. Все, нету его. Не знаем, где вчера потеряли его. Они просто носятся везде так. Ну, выживет сильнейший. Надеюсь, Джокер, чтобы выжил, самое главное. Мало воды? Ну как мало? Пойдет, она сейчас будет набираться. Сколько тут? Литров 500 уже. Ну вот туда аккуратненько, сейчас как раз их видно всех будет. Да. Ну, как раз посмотрим. Вместе с этой водой, да, уливать. Вот они, акулы. Раз, два, три, четыре. 4-8 их. Да, посмотрите на них. Какие крупные кажутся. Вот этот, смотрите, здоровая самая. Ага. Ну все, ребятишки, Поесть им надо что-то. вы опять вернулись в свое. Да тут сейчас личинок столько будет через пару часов. А откуда они поедут? Карась вообще живучий, капец. А я не знаю, вот я тогда монтировал пруд, тут всякие жучки, паучки ползали. Появляется, вот, посмотрите, здесь сколько всего. Ну да. Ну нормально, сюда семен, туда больше, в тот пруд 15 штук запустили. Это вот из сотни карасей, да, мы сотни заказывали тогда, 100 штук. Ага. Вот из сотни выжило здесь 8 и там 15, по-моему. Видите, куда прячется. Волк съел. Ну, надеюсь, все хорошо будет в этот раз. Тепленькая водичка, наверное, здесь. Ага, леденющая. Нет, а здесь пока, видимо, теплый бетон был. Ну, питон, да, горячий даже, я сказал бы. У него что-то морда красная, там у них вот на лбу что-то красное. Может, поранился? Я не знаю, ну что-то такое Когда прям. ты ходил, надавил, наверное, на голову. Не, я по ним не ходил. Надо будет потом почистить его, как наберется. Будет прозрачный, красиво. Заснять волков, как они будут купаться в этом пруду. В чистейшем. Какая красота, какой чистенький пруд. Аэратор подключили. Это у нас что за существо тут? Иди отсюда. Сам бы покупался в таком бассейне. У нас караси. Зверюги. Выжившие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Думаю, нормальное место здесь. Плавать, питаться, жить, в общем.
Вода леденющая. Сейчас чуть поднаберется, покормлю всех и запущу сюда к вечеру фурию с Акелой. Ну что, Акела, готов к любой обороне? Так, Черничка, ты только не выбегайте туда. Все, побежали. Так, Светлый, ну ты здесь побудь, я черничку на руках заберу отсюда. Все, побегли. Правда, еще деревья не убрал. Но так, что эту штуку забыл. Сейчас буду все убирать отсюда. Так, что-то там. А, это черничка с головой бегает. Телячий. Вот как теперь перепрыгивают все деревья. Как им здесь классно. Как им классно тут. Черника. Ну не могу я вас сюда со Светлым пустить. Сейчас надо чернику ловить, на руках ее и утаскивать в вольер. А так вообще шикарно. Акела, что, в пруд будешь нырять? Он как по песочку бегает. Сейчас утопчет хорошо прям будет. Так, Акела уже лапу повредил. Фурия почувствовал, доминировать пытается. Акела, ты ее не сломал там случайно?
наступает. Всем привет, добрый день. У нас соболек выскочил. Сейчас, я думаю, охота на курицу строит. Меня он капец как сейчас покусал. Но я сейчас буду ловить его. Да, соболюха, ты куда собрался? Здоровый такой стал уже. Бэтмен. Надо дверь закрыть. Бэтмен здесь. Вот прям здесь. Что творишь, Бэтмен? Но он за моей ногой охотится. У меня она вся в этом окровавленной конине. Бэтмен, давай обратно. Сейчас понаходит там мусора.
Пусть погуляет немножко. Только стекла помыли. Ой, получишь ты. Где он? Сбежал. Опа. Надо следить, куда он там побежит. Так, ну там у нас курочки уже. Надо курочек защищать. Пойдем на место уже. Пойдем. Бэтмен нельзя. Бэтмен нельзя. Ага. Вот он куда пришел. Фаршу раскидано. Скажи, все, крысы не доели, я все доем, да? Всех приветствую, дорогие друзья. У нас возникла эта идея очень давно, но все ее реализовать никак не могли и сказать вам в общество. Смотрите, есть такая тема. Сергей, расскажите про столбики именные, как это все вообще. Мы думали и думаем, что, может быть, некоторые люди хотят поучаствовать, но не могут, либо стесняются, или как-то средств не хватает. Но кто-то там хочет, например, 100 рублей, или там 300, 500, там 1000. Дело вот в чем. Если, например, использовать, вот у нас полоса заборная, она 155 метров. 155 метров, да. 155 метров. Она состоит из столбиков и состоит, из металла, который из профиля горизонтального и листов. И может быть, подписать каждый столбик, может, например, разделить и эту стоимость на все столбики, листы и профиль, и, значит, подписать, например, кто может, сколько столбиков, например, оплатить, и подписать его именем или там под его, не знаю, фамилии эти столбики. Да, в общем, что предлагаем? Есть два варианта. Мне ближе такой вариант, что мы берем все, в общем, весь материал, это профлиз, профильная труба 20×40 и столб, да. Это мы не берем песок, да, не берем вот эти бурилки, не берем работу. Если это то все взять, то, конечно, столбы выйдут там не по 4000. А так, если мы берем профлиз 1000, трубы, профильной трубы и сама вот эта труба 60×60, да, без еще перемычек, не перемычек, а сверху пластика, то это выходит в средний чек 4000 рублей один столб. Если мы, в общем, один человек, да, например, там Василий или Андрей, Алексей, там Сергей, сбрасывает 4000 рублей, мы подписываем там имя Василия, может у нас фамилия там или как. Кто-то еще, вот Виктория, например, предлагает просто листочек с именем, там с пожеланиями, и сюда его закидываем, закрываем пластиковой заглушкой. И есть вот второй вариант, это каждая деталь отдельно, да, ну тут... Например, столб стоит, например, 600 рублей, да, например, лист стоит тоже 800 000 рублей, где-то вот так вот. И подписывать, например, этот лист там, например, не знаю, там написал Оля, да, или там как-то там что-то, от кого. Например, столбов надо 52 штуки. Листов надо 155 штук. Вот таких 6-метровых профильных нитей нужно, сколько их там? Так, 26 и 26, 40, 52 штуки. 52 штуки надо. 6-метровых. 6-метровых. Вот. 6-метровых. И вот у каждого есть у каждого предмета своя цена.
расписать просто и на Но каждый- это, я думаю, это, конечно, будет очень тяжело и расписывать. Этим я лично заниматься точно не смогу. Сергей, я думаю, тоже. Это да, этим заняться никто не сможет. Это если у кого будет желание этим заняться и расписывать каждую деталь отдельно, то пожалуйста. Но я считаю, что проще всего это взять вот один столбик, посчитать вот от 4000, да, там, например, и там, кто хочет, например, 10 столбиков купить, кто-то 20, кто-то один хочет столбик купить. Вот покупаем столбик, подписываем имя, и все, и в парке навсегда оно остается. Ну, очень интересную идею подсказала еще Вика, и может быть она более подробно объяснит, что она именно предлагала. Но она предлагала, что люди как будто своей энергией Ну, вкладывают частичкой себя, да. частичку себя, своих желаний вкладывают в эти столбики, и таким образом, как хоровод, получается, окружаем этот участок, этот парк своим присутствием. Вот. Тоже интересная идея. Ну, ее надо воплотить в жизнь, может быть, у кого-то более хорошо получится это сделать. Да, в общем, это такая вот типа эстафеты. Типа эстафеты. Да, столбик покупается, но так делается. Мы хотели, Сергей предлагал такую идею еще очень давно, все просто реализовать не смогли. Сейчас, пока есть возможность, засняли это видео, показали, как это все делается. Вот этот забор мы, сколько еще Сергей утром здесь делал, сколько листов, вы сказали, не знаю. В общем, вот это 4 часа делали, плюс еще Сергей сколько времени. Да, да. Ну, в общем, это не быстро все делается. Но мы еще отвлекаемся, делаем. Если вам нравится такая идея, то давайте, кто за, давайте поддержим, да, запустим этот марафон, эту эстафету, как назвать, я даже не знаю. И возможно, мы закроем забор. Но я не знаю, как с тем соседом. Конечно, пополам было бы проще. Вот, если напополам, то этот забор бы стоил там не 4000, не от 4, а от 2, да, столбик, потому что мы напополам делаем. Но так как сосед пока не решается и неизвестно, когда он решится, я не могу сказать. Пока он не решается. Ту часть тоже закрывать, но ту часть еще думаем, потому что я не расплатился за землю, мне еще 1 миллион с чем-то оплатить за землю еще в течение 3 лет. И, возможно, я в будущем, когда здесь не будет хватать, ну, здесь и так уже не хватает вольеров, придется все равно туда дальше все проделывать и туда дальше забор ставить еще на тот гектар. Потому что там у нас готовился реабилитационный центр тех животных, именно северных по спасению, которые будут там на Ямале, там, на том же Таймыре, там, на Турханском крае, в общем, в Чите, в общем, в тех краях, которые можно было животных спасти, потому что во многих маленьких городах нету таких центров, а здесь бы, ну, в принципе, можно было, если действительно, я уже говорю, если вот прям говорят, вот некуда, все, или он умирает, этот зверь, или забирайте. Естественно, мы будем забирать таких зверей. Вот пока такой план стоит на эту землю парк волков, и я уверен, туда дальше тоже пройдет еще туда участок пройдет, чтобы вольеры строить, и уже может быть на там соток 70-80 сделаем реабилитационный центр, может на 50. Ну пока такие планы, других планов пока я не вижу, пока вот этим всем занимаемся. Если у нас с этим вот получится, с марафоном, то также можно было бы каждый вольер также делить. Да, кстати, да, у нас каждый вольер по столбику можно было бы делать, и также, в принципе, всем миром все это сделать. Может просто купить и передать эти же столбики там, да, или не, ну а как они, какие-то покрашены, какие-то не покрашены, мы заказывали сразу покрашены. Ну, да. Все это дело, кто-то, ну это лучше сразу объемом купить, так дешевле будет. Да. Но если есть возможность у кого-то там взять, перекупить, я имею в виду, там подешевле, или еще как бывает, ну хочется все равно, у нас парк должен быть красивым, непонятно с каких материалов построен. Но здесь все равно, вот посмотрите, уже надо монтировать, подкрашивать, видите, ржавчина. Это вот так некачественно красили, он откосы. Некачественно покрасили. В принципе, здесь в Питере так просто еще все гниет так быстро. У меня шестерка за буквально тут 2 года, она чуть ли не вся гнила уже. Ее надо срочно реставрировать, везти в Москву там по бартеру, и чтобы мне ее
делали. В общем, все. Сергей, всем пока, говорите. До свидания. Все, всем до свидания. Трудимся дальше. Пока-пока.